Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину вместе содействовать прекращению конфликта вокруг Иерусалима. Причем не только добиваться вмешательства Совбеза ООН. Турецкий лидер высказал идею отправки международных сил безопасности в регион для защиты палестинских гражданских лиц. Как об этом говорится в сообщении турецкой стороны о прошедших переговорах. Турция является наследник Османской империи, еще 100 лет назад владевшей Иерусалимом и всей Палестиной, а Россия – преемник Российской империи, защищавший христианин на Святой Земле, Советского Союза, поддерживавшего арабам и в их борьбе за создание палестинского государства. За годы, прошедшие после начала нашей операции в Сирии, Россия и Турция, сотрудничая и споря, противодействуя и находя компромиссы, стали самыми активными игроками на Ближнем Востоке. Но по плечу ли им вечная проблема Иерусалима? И вопрос палестино-израильского конфликта в целом, ведь он считается на принципе нерешаемым. Да и с кем его решать? Кто на самом деле стороны конфликта? Было бы еще полбеды, если бы речь шла просто о споре арабов и евреев за святой для 3 религий. Город на самом борьба за Иерусалима является средоточием приплетением всех важнейших глобальных противоречий, символом кризиса миропорядка, того миропорядка во время рассвета, которого было создано государство Израиль и стал развиваться арабо-израильский конфликт. Отняв у умиравшей Османской империи Палестину, британцы способствовали расширению еврейской иммиграции на Святую Землю. Иудеи хотели вернуться на потерянную ими 9 тысяч лет назад родину. Вопрос в том, как они будут там уживаться, а с арабами никого не волновал. Считалось, что как-нибудь договорятся после ухода англичан. После катастрофы европейского еврейства в ходе Второй мировой войны вопрос создания на территории Палестины 2 государств, Израиля и арабской Палестины, стал консенсусным для 2 противоборствующих сторон – СССР и Запада, но начавшиеся тут же войны между арабами и евреями не позволили создать Палестину, а после 1967 года, когда Израиль занял Восточный Иерусалим, включавший в себя старый город, все стало совсем плохо. Если раньше по решениям ООН Иерусалим должен был стать особой административной единицей под управлением международного сообщества, теперь началась постепенная экспансия Израиля, решившего забрать его себе не только физически, но и юридически. Из-за чего сейчас идет конфликт, может быть, будет полномасштабная война. Но здесь 100%, что Турция вводит войска туда для защиты палестинского. Ведь мусульмане все молчат, и как и Иран, Саудовская Аравия. Но поскольку Иран стоит на старте, и Турция стоит на старте. В случае полномасштабной войны они сразу же будут вмешаться в эту войну. И для Израиля будет очень плачевным последствием. Дорогие зрители, что вы об этом думаете? И пишите в комментарии, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение.